Таджик покоряет Америку. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как любовь к баскетболу привела хорокского школьника в лигу канадской команды. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Увлекаясь в раннем возрасте баскетболом, Мустафа Ванджоу не думал, что эта любовь однажды приведет его на баскетбольное поле одной из элитных школ Канады, славящейся своими многочисленными выпускниками, попавшими в NBA. Для юного Мустафо баскетбол был лишь одним из немногочисленных спортивных увлечений, которые себе могут позволить хорокские мальчики, в силу нехватки спортивных секций и ограниченных условий для развития спорта не только в городе, но даже в области. Спорт в Хороге хоть и любят, но вряд ли кто задумывался о карьере международного масштаба. Но, как бывает в таких случаях, какое-то посредственное, казалось бы, событие стало решающим моментом в его жизни. В 2017 году Мустафа учился еще в 8 классе лицея Ага Хана города Хорог. В этот период навестить родных в город приехал их родственник из Москвы. Увидев, как вымахал племянник, рост Мустафа уже тогда составлял 180 сантиметров, сейчас 211. И как хорошо он играет в баскетбол, он рассказал его родителям о спортивной школе Олимпийского резерва города Химки в Московской области, которая считалась одной из сильнейших школ по баскетболу в России. Родители задумались. Они занимались предпринимательской деятельностью и, накопившие деньги на расширение бизнеса, решили вложить в развитие сына. Муж сказал, что сам всегда мечтал стать баскетболистом, но у него не было возможности для этого, поэтому пусть у сына хотя бы будет шанс. Так мы собрались и переехали в Москву, рассказывает мама Мустафо Шифова Таншоева. В Москве Мустафо сразу приняли в СШОР. Немного труднее было с устройством в обычную образовательную школу. В лицее Ага Хана Мустафа получал знания на английском языке. В Химках же англоязычная группа была только в одной школе, но парня туда брать не хотели, сомневаясь в уровне знания его английского. Да и в целом здесь скептически относились к образованию таджикистанцев. Его родителям так и сказали, что этим оценкам не верят, поэтому он должен сдать экзамен по английскому. Да и то, если их устроит, то его возьмут в русскоязычную группу, а дальше будут смотреть. Мустафа успешно сдал экзамен и был принят в школу, хотя, по словам матери, они расстроились из-за того, что знания сына были принижены и его не взяли в английский класс даже при высоких баллах по результатам экзамена. Они опасались, что это его демотивирует, но этого не произошло. Мустафа стал показывать хорошие результаты как в учебе, так и в спорте. В скором времени руководство школы решило перевести его в английский класс, но Мустафа уже сам отказался, так как сильно сдружился со своим классом, хотя, по его словам, ему было очень трудно осваивать математику на русском языке. А потом, благодаря именно Мустафо, его школа смогла впервые принять участие в межшкольных соревнованиях по баскетболу в Химках и сразу же занять первое место в них. Так парень завоевал всеобщее уважение и признание в школе. В спортивной школе у него тоже имелись достижения. Он участвовал в 20 играх на территории самой России. Правда, на международные игры попасть не смог, так как не имел российского паспорта. Как вам такое трудолюбие нашего соотечественника? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В 2018 году в Москву приехали американские тренеры по баскетболу и, увидев его игру, предложили Мустафо на выбор 5 баскетбольных школ в Америке на стипендиальной основе. Мустафо выбрал одну из школ Нью-Йорка. Из школы ИСШОР его отпускать не хотели, но понимали, что это большой шанс для него. В нью-йоркской школе молодому человеку не совсем понравилось, поэтому он решил сменить ее. Ему была предложена баскетбольная школа в Аризоне. Одновременно с этим дядя, проживающий в Канаде, отправил ему информацию о ряде сильных баскетбольных школ в Канаде. Так и получилось, что он выбрал одну из них. Выбранная ним академия является элитной школой баскетбола и имеет международный престиж. Академия славится тем, что многие ее выпускники впоследствии попали в состав NBA. Имея финансовую поддержку от таких известных спортивных брендов, как Nike и BioSteel, ученикам здесь предоставлена широкая возможность получения образования мирового уровня и подготовки профессиональных баскетболистов. По словам Мустафо, он подал заявку на учебу и был приглашен на отборочный тур в один из лагерей спортивного института. Претендентов на обучение было много, но Мустафо оказался в числе тех немногих, на которого пал выбор тренеров академии, и его приняли. И уже 3-й сезон обучается тут. Школа оплачивает все расходы в связи с обучением и проживанием Мустафо в Онтарио. Он лишь ежегодно выплачивает определенный налог как иностранный студент.
Рассказывая о спортивных достижениях, молодой человек отмечает, что за 3 года, которые он находился в команде этой академии, он принял участие в 22 играх в Канаде, на которых они победили. Многие игры в связи с пандемией были отменены, но сейчас в Онтарио их академия единственная, которая не была закрыта на карантин. Сейчас его команда готовится к поездке в Америку, где они будут участвовать в очередной серии игр Grind Session, которые пройдут осенью и зимой и в которой участвуют все элитные школы баскетбола Америки и Канады. В следующем году Мустафо покидает стены академии и переходит в профессиональный спортивный вуз. Он уже получил приглашение от некоторых из них. Мустафо на пути к большому спорту, и, возможно, в скором времени мы увидим его имя в списке игроков NBA. Ведь достигнуть уже того, что он имеет, обычному парнишке из Хорога без способностей, упрямства и дисциплины не удалось бы. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!